Ассаламу алейкум, урматтуу радио угармандар жана биздин 24 ТВ телеканалындагы жана Facebooktагы биздин көрөрмандар. Дагы бир жолу баардыгыңыздарга кутман күн, куттуу ороз айына атайын чыгарылыш катары арналып ушул ар дүйшөмбү жана шаршемби күндөрү эфирге чыгып жаткан Ороздогу кеп программасын баштадык. Аны мен Түмөнбай Абдинабил алып барам. Бүгүн бизде дагы өзгөчө коногубуз бар. Буга чейин биз жарыя кылгандай эле жеке ишкер Игорь Ким бүгүн бизде конокто. Игорь байке, кош келиңиз. Орозоңуз кабыл болсун. Бирге болсун. Адегенде эми өзүңүз жөнүндө биз кененирээк билсек, анан орозоңуз кандай өтүп атат, анан буга чейинки басып өткөн жолдоруңуз жөнүндө бир сыйра угармандар эми бүгүнкү конок ким экен деген суроого жакшылап жооп ала алышса. Рахмат. Мен биринчиден угармандардан кечирим сурайм, эгерде мен кыргызча сөз таппай калсам, мен орусча сүйлөйм. Атым Игорь. Мен Борбор Азиядагы Американ университети бүтүргөм. Никелүүмүн, 3 балам бар. Азыр болсо жеке ишкер болуп иштейм. Финанс жагынан. Орозо жакшы өтүп атат, бирок быйыл орозо Рамазан башка Рамазандардан башкача. Коронавирус өзгөрүүлөр жасады. Мисалы, мурункуда биз таравих мечиттерде жамаат менен кыла албай калдык, жана иптардарга конокторду чакырбай калдык. Ошол бул айырмасы бар, жана буга карабастан жакшы өтүп атат. Үй бүлө менен. Ооба. Намаз үй бүлө менен кылабыз да. Түшүнүктүү. Анан Игорь мырза, сиз үй бүлөңүз буга чейин эми ата тегиңизден мусулманчылыкты кармап келишеби, же сиз кийин мусулман болдуңузбу? Жок, мен кийин мусулман болгом. Кайсыл убактарда, анан кантип болуп калдыңыз? Мага ошол жагы кызык болуп атат. Мен экинчи курста исламды кабыл алдыңыз. Кабыл алдым, ооба. Себеп негизи мен лицейде окудум. Ал убакытта семя посадили. Орусча айта берсеңиз болот. Макул. Тогда стал уже задумываться о том, чтобы принять ислам. Потому что были вопросы. Один день был похож на другой, и я подумал, неужели все так дальше и будет? Я подумал, вот я сейчас закончу лицей, поступлю в университет, будет работа, женюсь, и все, и умру. Скучно было, цели не было. И я начал интересоваться религией. Поскольку я слышал, что ответ смысла жизни там. И вот стал искать, стал сравнивать христианство и ислам. И вот в итоге таких больших поисков все-таки принял ислам, потому что там была особенность такая была. И в той, и в другой религии, да, мы должны верить в Бога, но не хочу ничего против христиан сказать, просто мотивация там немножко другая. Если в исламе мы, например, до конца жизни не знаем, куда попадем, в рай или в ад, это должно нас мотивировать к тому, чтобы постоянно совершать какие-то хорошие поступки и не надеяться на то, что никаких гарантий нет. В то время как в христианстве мне говорили, мой друг говорил, если ты поверишь в Иисуса, то все, 100% ты в рай попал. Мне вот это смущало. Я не хотел, что это как выиграть лотерею. Если ты выиграешь лотерею, должна быть, если ты хочешь заслужить удовольствие Аллаха и попасть в рай, то должен постоянно что-то делать хорошее. Вот вот эта сторона меня смотивировала, и много было вопросов, на самом деле, мы можем по ходу разговора еще добавить. Түшүнүктүү. Анан үй бүлөңүздө кандай? Кантип үйлөндүңүз? Ал мусулман болгондон кийин үйлөндүңүзбү? Жок, мен биринчи мусулман болгом. Экинчи курста. Бирок ал убакта мен 22 жашта болчумун, бирок 26 жашта үйлөнгөм.
То есть 4 жыл бойынша мен как мусульманин был, да, а потом только женился. Женился на дунганке. Ну, дунгане у нас в Кыргызстане вроде как мусульмане, да, хорошо держат ислам. И поэтому в этом плане проблем не было. Ну и сейчас я думаю, что я правильно принял решение, что выбирал именно мусульманку. Потому что мать, она остается с детьми, и она воспитывает детей, а я хотел бы, чтобы дети были в исламе. Түшүнүктүү. Азыр ушул бала тарбиялоодагы эми маанилүү исламда. Анан сиз ушул баланы мусулман кылып тарбиялоо дагы мусулманчылыктын негизинде тарбиялоо дагы оор да. Ошол мындай эмелериңиз менен бөлүшүп кетсеңиз, кантип тарбиялап атасыз, аларга кантип үйрөтүп атасыз? Я начал по себе судить. Думаю, что с раннего возраста прям заставлять что-то делать не стоит, чтобы у детей не было отвращения. То есть как бы нужно с любовью к этому относиться и не заставлять что-то делать. Я вот думаю, что если бы кто-то заставлял бы, то потом была бы обратная реакция. Поэтому потихоньку, где-то мы учим суры, где-то я пытаюсь объяснять что-то про ислам. А еще лучше, вот мы недавно, ну как не недавно, купили когда-то книжки про пророков разных. И потихоньку вот читаем. Читали раньше, я иногда читал, но по большей части жена моя читала детям вот эти вот книжки. Вот потихоньку вот так прививаем. Түшүнүктүү. Анан мындай бир нерсеге зар болуп, же болбосо мындай өзүңдүн мээнетиң менен жеткен нерсе башка да. Сиз мисалы мына 22 жашта исламды кабыл алган болсоңуз, кабыл алгандан кийин эмне таптыңыз, же болбосо мындай кандай өзгөрүү болду, ичиңиздеги ыраазы болуп мындай туура жолду тапканыңызга кубансаңыз керек. Много было изменений, на самом деле. Я сейчас, вот сейчас мне 36, и я понимаю, что на самом деле, если бы я тогда не принял ислам, то сейчас, особенно в это время, кем бы я стал, неизвестно. Ну, ислам прививает, показывает правильное направление, как нужно жить. И вот даже сейчас я вот понимаю, что когда я даже выбирал себе супругу, вот в исламе есть там, допустим, 4 критерия, как нужно выбирать. Нужно смотреть на религию, характер, там, происхождение, и только потом красота, да. И если я тогда даже не понимал, почему это нужно, то сейчас я понимаю, что в исламе это такая мудрость заложена, что не каждый человек придет к этому умом. А тогда, если ты поступил согласно исламу, то ты столько, оказывается, проблем избегаешь. Ну, это, оказывается, в семье мир, там, жена более-менее так мы с ней ладим. А если бы я этого не делал, и, там, допустим, поставил бы на первое место то, что нравится нафсу, тогда было бы совсем по-другому. И, например, сейчас, ну, например, в исламе есть определенные запреты, к примеру, там, нельзя употреблять алкогольные напитки или еще. Но вот во время студенчества это же большой соблазн там, пойти на дискотеку или еще куда-то с друзьями. И всегда, вот, ну не всегда, но часто предлагают вот какие-нибудь такие напитки. Если бы вот этого ограничения не было, то не знаю, чем бы закончилось. Потому что первый там начинается все с небольшого там стакана там или... А потом, ну, дальше больше все грехи, да. Что такое пост? Не знал бы, да, что это. Там это такое благо, на самом деле, да, для всех мусульман. Помимо того, что, ну, то есть на первом месте это, конечно же, вот, довольствие Аллаха. В первую очередь мы для этого делаем. А помимо этого, столько, оказывается, пользы для всех людей, как для организма, так для социальной, так и для психологической какой-то вот. Но социально то, что люди начинают видеть, что голод на самом деле испытывают не только бедные, но могут и богатые, поскольку специально пост держат, и они могут почувствовать, каково это не есть. И таким образом сподвигают себя делиться с другими. Особенно вот в карантин, например, да, помочь кому-то.
А также психологически, например, это самодисциплина, ты себя поддерживаешь. Ну и очень много чего, да. Я вот, например, недавно стал вести дневник, и когда ты пишешь определенные вещи, допустим, ставишь себе цели, а потом, допустим, есть такое упражнение, как быть благодарным Аллаху. И пишешь, например, за что. Конечно, мы сколько бы ни благодарили, этого все мало. Но когда ты пишешь, ты прям как будто бы общаешься с Аллахом, потому что ты, допустим, поставил какую-то цель, и она, когда исполняется, или ты достигаешь ее, прям, а иногда бывает, какую-то цель поставил и забыл, а все равно получается, это вот, ну, как будто ты прям диалог ведешь с Аллахом. Ну, то есть вот это всего я бы лишился, если бы не было бы, если бы не принял ислам. Исламды қабылдағаннан кейін мақсаттарыңыз дағы өзгерсе керек. Да, ну, как вот хадис, скорее всего, да, это был. Пророк Мухаммад, саллаху алейхиссалям, сказал, что какие были хорошие достоинства у человека до ислама, они становятся еще лучше после ислама. Ну, вот я думал, что нужно быть полезным людям. А здесь чуть-чуть надо намерение по-другому делать, в первую очередь ради довольствия Аллаха, но все равно служить людям, да, как можно больше людей охватить. Да, вот намерение поменялось, а как говорится в исламе, да, все наши дела оцениваются по намерениям. Вот, да, изменилось, да, вот, по намерению теперь. Түсінікті. Құдайым шол тура жолдан адаштырбасын. Анан эми туған уруктар, жақындар кандай кабыл алды сиздин мусулман болушуңузду? Вот я на самом деле не совсем точно сказал, во сколько лет это было. Ну, в 11 классе я начал уже прямо интересоваться сильно, и прям вот книги читал. И уже тогда, вот я сравнил же, когда христианство и ислам, я, например, ходил к этому пастырю, он как бы мой друг был, он там вообще книжки, вот так вот прям на улице выходил, книжки раскладывал, и кто хотел, тот брал. Уже тогда приехала тетя из Бишкека, я вот в Токмаке сам живу, тетя из Бишкека приехала, и весь день мы разговаривали, чтобы я не стал фанатиком. Ну, я пообещал, что не буду, а на самом деле все еще больше изучал. Также, когда ислам принял, я долгое время скрывал, потому что думал, что к этому очень негативно отнесутся. Но потом пришлось сказать, потому что вот я вот сам кореец, а корейцы, ну, как и многие там другие нации, они, например, в блюдах используют свинину. И когда ты не ешь, то, конечно, задают вопрос, а почему? И ну, мне пришлось потом ответить, что вот потому что я принял ислам, я не могу это употреблять. И сначала раскрылся бабушке, потом мне пришлось сказать отцу. Ну, я думал, что сейчас будет скандал, на самом деле нет, просто, наверное, они проглотили, и внутри у них, наверное, было несогласие, но пришлось, наверное, потому что увидели, что я уже не сверну, да? Чечкенсиз. Да, все уже. Түшүнүктүү. Анан азыр көз караштар кандай болуп калды? Мындай сизге болгон мамилеси өзгөргөн жокпу? Ну, я надеюсь, что к лучшему, потому что, ну, например, бабушка сильно боялась, что я начну играть в азартные игры, там еще что-то. Но это, слава богу, не случилось. Отец со временем свыкся. Ну, у нас сейчас хорошие отношения. Ну, я думаю, что нормально все произошло, да, слава богу. Ничего такого прям не было, да. Я надеюсь, что все-таки какое-то изменение во мне хорошего увидели, что поспособствовало тому, что отношения у нас хорошие остались. Исламды кабыл алып, сиздин мындай жашоо образыңыздагы өзгөрсө керек. Ну, да. Балким башкалар менен болгон мамиле. Ну, в первую очередь, наверное, у меня вот братишка есть. Я подумал, вот как вот ислам тоже призывает, нужно распространять ислам. И я подумал, нужно начать с родственников. У меня в первое время была цель отцу это донести. Но там не получилось, но я попробовал с братишкой.
я ему там рассказывал что-то, где-то подсказывал, где-то что-то, и помог. Я надеюсь, что это как-то засчитается. Ну, в общем, да, я надеюсь, что я поспособствовал тому, чтобы мой младший брат принял ислам. Образ жизни, да, как поменялся. Ну, как я уже сказал, от всего запретного отошел. Ну и плюс вот сейчас вот принимаю участие в разных мероприятиях, например, там религиозных там просвещениях, семинарах разных. Также вот мы даже вот в этот карантин, например, мы развозили продукты нуждающимся. Ну вот как-то, наверное, это все способствует. Түшүнүктүү. Анан баштапкы бир айтканыңызга дагы кайтып келе турган болсок, исламды кабыл алып ичинде жашап жүргөн адам үчүн сезилбеши мүмкүн, бирок сырттан карап мына исламды тандайм же тандабайм деп турганда сизди исламдын эмнеси кызыктырды? Эмнеси мындай көзүңүздү ачып сизди өзүнө тартты? Ну, как я уже говорил в начале, да, это мотивация, что нужно постоянно в любое время быть, ну, то есть что-то делать такое ради довольства Аллаха и не расслабляться прям до конца жизни. И нет никакой гарантии, что что-то будет. Вот это мне понравилось. Также вот и у меня перед тем, как принять ислам, я задавал вопросы, а зачем намаз делать? Мне не все могли ответить, зачем намаз делать. Они говорили, ну вот, соп получишь. Я говорю, ну я сейчас тогда помогу кому-нибудь, да, что-нибудь сделать, там, бабушку через дорогу провести. Тоже соп будет. Зачем тогда намаз? И вот был такой вот момент, когда нашелся человек, который мне на это ответил. Он говорит, что вот мы, оказывается, обладаем такими дарами Аллаха, например, руки, глаза, ну, органы, да, сердце, например. И все это дано бесплатно. Хотя на самом деле у кого, ну, например, кто не видит, для них это какой, оказывается, дар, да, видеть. А мы этим даром обладаем. И Аллах нам дал это все, ничего не требуя взамен. И вот кто-то там описал, что в намазе мы на самом деле благодарим, тут проявляем шукр, мы восхваляем Аллаха и еще осмысляем, да, вот это все, смысл находим, фикр, да. И вот когда я об этом узнал, да, как бы не осталось никакой преграды, чтобы полностью это принять и делать намаз. Вот я прям, если бы, наверное, ну, всему свое время, наверное, до того времени, как я встретил этого человека, который мог бы это объяснить, я должен был, наверное, созреть. Поэтому всему свое время, вот мне очень понравился его ответ. Я потом не раз уже, когда уже нашел, уже многих, кто отвечал тогда, я уже примерно знал, да, кто-то разные примеры приводил, но смысл примерно такой, что мы обладаем такими большими дарами, возможностями, да, и все это Аллах нам дал, да, и нужно быть благодарным. И вот в намазе мы это проявляем, эту благодарность. Вот это очень, да, понравилось. Түшүнүктүү. Анан бир исламды сындагандар бул көбүнчө артта калган, эски түшүнүк деп дагы баалап калышат да. Сиз кандай жооп бересиз мындайларга? На самом деле, да, это тоже меня вначале отталкивало, потому что масс-медиа, особенно там по телевизору, да, в то время, там вот все, кто носил бороду и там вот в такой вот традиционной одежде, все ассоциировались, ну, с террористами, да. И очень было страшно принимать ислам. Но я увидел, что есть положительные примеры, кто может, в принципе, быть современным человеком, в том же там костюме ходить, быть приятным, притягивать к себе, как кому люди прислушиваться, быть там профессионалом, чтобы люди его слушали или там иметь какое-то весомое слово. Вот нужно быть таким, и слава Богу, что такие примеры были. А те, кто говорит, что там вот ислам отстает, но на самом деле исламу еще предстоит перегнать и обойти. Вот, но раньше это было, например, та же медицина, да, Ибн Сина, да, вот даже медицина Ибн Сина, да. Раньше ислам процветал. Может быть, мусульмане действительно немножко расслабились и забыли вот эти вот постулаты, что нужно
приобретать знания. Но я думаю, что все еще впереди. И вот на самом деле сейчас идет небольшой такой расцвет опять ислама, потому что многие ученые принимают ислам, многие западные ученые тоже, выдающиеся какие-то личности принимают, да, потому что видят какую-то истину. И я думаю, что все еще впереди, да. А, например, в Коране сколько еще нераскрытых научных исследований, да, там, про эмбрионы, например, стадии развития и так далее. Еще много. Мы просто должны обратить на это внимание, и вот те, кто так говорят, мы просто можем преподнести примеры из Корана. Түшүнүктүү. Өзүңүз дагы айтып калдыңыз, исламды кабыл алгандан кийин аны жайылтыш керек деп, башкаларга жеткириш керек деп. Бул жактагы сиздин аракеттериңиз кандай жүрүп атат? Слава Аллаху, у нас есть устазы, которые подсказывают, как это делать. Да, есть возможность напрямую кому-то обращаться, а есть возможность становиться, например, профессионалом в своем деле, делать свою работу очень хорошо, заслужить какое-то уважение со стороны людей для того, чтобы они прониклись доверием и уважали как-то тебя. И вот в этот момент ты можешь просто делать этот призыв своим примером. Можно, конечно, нужно кому-то объяснять там это, но помимо этого нужно быть профессионалом в своем деле. Я вот стремлюсь к этому, чтобы делать свое дело хорошо и показывать таким образом, какой есть ислам. Анан эми экөөбүздү койсо, сиз кийин исламды издеп кабыл алганыңыз үчүн сизге болгон мындай башкалардын кызыгуусу көбүрөөк болот да. Кызыгып, анан кийин сиз бул жолду тандагандан кийин сизге кызыккандар, анан өзүңүзгө ар кандай суроолорду бергендер да болсо керек. Да. Спрашивают, и зачем, почему ты принял. Ну или, допустим, часто спрашивают, ты суннат делал? Или такие вопросы, да? Или там, ну, в зависимости от уровня человека, который спрашивает, да? Если он тоже там размышлял над этим или искал, он задает более глубокие вопросы. Там, например, как семья восприняла, еще что-то. Ну, вот как-то вот этим вот всем делюсь, да? Насчет, кстати, вот спрашивают сразу тоже, второе имя выбрал себе? Нет, не выбрал, потому что, мы так тоже посовещались с некоторыми людьми, и они сказали, в принципе, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, если имя не несет какого-то плохого значения, то пусть оно остается. И, в принципе, так и решили мы, что оставить это имя. Или, например, про суннат тоже спрашивают. Было, да, это, по-моему, на 3-м курсе, да, ко мне подошел мой старший товарищ и предложил, давай сделаем эту операцию, потому что ты послужишь примером для остальных, у кого этого еще нет. А еще в исламе есть, оказывается, такое, что ты не можешь возглавлять намаз, то есть не быть имамом, если у тебя нет вот этого сунната. И поэтому нужно было, да, пройти через эту операцию, да. Түшүнүктүү. К примеру. Анан дагы мындай жогоруда өзүңүз дагы айтып калбадыңызбы? Негизги илимий ачылыштар мусулмандардан чыккан Аль-Фараби, андан сырткары Ибн Синаны. Анан сиз дагы буга кызыгып көрсөңүз керек. Менин дагы оюмда жүргөн нерсе, илимдин көп ачылыштары бизден чыкса, мусулмандардан. Азыр эмнеге андай болбой калдык? Эмнеден мындай ката кетип атабыз? Ойлонуп көрдүңүз беле? Да, я думаю, что вот даже когда я только принял ислам, во мне было столько ихляса, да, много энергии, что надо сделать. Там. У меня из-за того, что вот я, например, сам кореец, я хотел прям всем корейцам это донести. Даже хотел там вот в ассоциацию пойти, там, доносить. То есть вначале, когда ты только вот принимаешь или там вот, ислам, например, да, много, или только знакомишься с этим. И вначале тоже было так, когда только пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, какие были сподвижники, да, вот потом вот это было золотой век, да, когда были сподвижники, потом табиины, потом после табиинов кто был, вот, да, это было золотое время, и у людей был такой большой ихляс, да, для того, чтобы совершать что-то. Прям
практиковали, применяли все вот эти вот наставления пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, все делали, да, изучали Коран, но потом не только, допустим, ну, я просто по себе сравниваю, но там в глобальном таком смысле, да, там, скорее всего, люди начали поддаваться мирским соблазнам, чуть-чуть приустали. Ну, наверное, да, там работал хорошо и наш самый главный враг, шайтан, тоже работал, но люди на самом деле тоже виноваты, потому что они начали забывать. Ну, как я говорю, да, мирским ценностям стали придавать больше значения, поэтому стали проигрывать. И вот даже сейчас вот эти современные тренинги, там говорят, чем дальше ты поставишь цель, тем большего ты добьешься. И вот люди тогда ставили такие цели, что не ограничивались этой жизнью, они смотрели за жизнью, да, там, то, что ждет после жизни, то после смерти, они такие вот глобальные цели ставили, и поэтому достигали таких больших забот. А когда человек начинает ограничиваться мирским, и когда он ставит там, приоритет какой-то мирской, тогда он, соответственно, не добивается всего того. Ну, я думаю, что вот в основном из-за этого. Түшүнүктүү. Анан эми бул айтканга коркунучтуу болгон менен боло турган нерсе. Мусулмандар өлүмгө ишенет, өлүмдөн кийинки жашоо дагы барына ишенет. Анан ошого карап, мисалы кээ бирлер алымдар деле айтып кеткен эмеспи, сабак издесеңер өлүм жетиштүү дегенсипчи. Анан кээ бирлер үчүн эми кандай абалда өлүш дагы бир кыял, тилек кылат, мен ушундай деңгээлге жеткенде же ушундай абалда жараткан өмүрүмдү алса экен деп. Бул кыял сизде дагы болсо керек. Бул жашоодо эмнелерге жетишип калгыңыз келет? Кандай абалда, мисалы, булдун өмүрүнүн бүтүшүн каалайсыз? Да, это очень правильная, да, постановка, да, что нужно немножко подумать о смерти, чтобы себе, да, какой-то урок извлечь. А также подумать о конце, да, чтобы... Ну да, самое главное, чтобы вот все мусульмане желают, чтобы перед смертью они смогли сказать «Ашхаду ля иляха илlallah, ашхаду анна Мухаммада расулуллах». Я вот тоже хочу этого. А также вот благодаря... Вот сейчас очень популярна триллионерская тематика Шамиля Аляутдинова. Вот он тоже говорит, чтобы при жизни вы добились какого-то шедевра, чтобы, уходя из этого мира, что-то оставалось такое, что приносило бы пользу людям. А в исламе, да, это такие деяния, которые остаются после смерти. Это вот если ты правильно воспитал детей, которые после этого, после твоей смерти дуа за тебя делают, или ты построил что-нибудь полезное, там, вроде мечети, школы, или там медучреждения, или моста, или оставил какой-то свой научный труд. Я очень надеюсь, что у меня получится воспитать детей и что-нибудь такое поспособствовать в какой-нибудь постройке, будь то мечети, или там школа, или еще что-нибудь, чего-нибудь. Да, я бы тоже хотел быть способным, стать причиной для этого. Түшүнүктүү. Эгер мырза биздин эми убактыбыз дагы чектелип баратат. Азыр мына орозо дагы жыйынталып баратат. Анан сиз ушул жалпы кыргызстандыктарга, жалпы мусулмандарга бул орозодо кандай кеңештерди, анан бир калуу тилектерди айтып өтсөңүз болот. Я бы пожелал, тут осталось-то всего несколько дней, да, 3 дня, наверное, осталось. Я бы пожелал воспользоваться даже этими 3 днями и побольше делать благих дел, проявлять терпение, помогать нуждающимся, читать побольше Коран, побольше, да, осмыслять, зачем нам ислам, благодарить, находить такие вещи, за что мы можем быть благодарны Аллаху. Когда мы это делаем, вот Аллах же не зря говорит, кто благодарит меня, я дам еще больше. Но вот я считаю, что да, нужно побольше, да, благодарить, проявлять благодарство, зикр делать тоже в это время. Ну, вот такие вот, я бы это посоветовал. Ну и в качестве пожелания что-то вроде дуа тоже, да, чтобы Аллах наделил благим как в этом мире, так и в следующем. Вот.
Сізге чоң рахмат уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Ошол мына кыргыз тилинде, орус тилинде дагы кызыктуу маек болду. Кудай таалам ушул орусу да сизге жакшылыктарды, берекелерин берсин. Кармагандарыңыздан кабыл болсун. Урматтуу радио көрөрмандар жана теле көрүүчүлөр, 24 ТВ телеканалындагы жана Facebook'тагы биздин көрүп жаткан, назар сагын биздин жарандарыбыз, туугандарыбыз, сиздер Оруздогу кеп программасын көрдүңүздөр. Мында биз жеке ишкер, Корей улутундагы бирок мусулман бир тууганыбыз Игорь Ким менен маек курдук. Бул берүүнү сиздер кайталап биздин Facebook'тагы баракчабыздан дагы кайталап көрө аласыздар. YouTube'га дагы бул видеонун маанилүү жана кыска жерлери жүктөлөт. Ал жактан дагы баш багып көрсөңүздөр болот. Марал радиосу уктурууларын улантат, бизден алыстабаңыздар.